Контроль за соблюдением санитарных правил продолжается. Районные администрации совместно с Центром Госсанэпиднадзора проводят рейдовые мероприятия с целью выявления и профилактики нарушений. Тем, кто нарушил впервые, дается предупреждение. В следующий раз полагается штраф. Подробнее в репортаже Бекмамата Санбекулу. Очередная проверка в Первомайском районе коснулась нескольких кофеен, расположенных по улице Московской. Внимание привлек факт, что даже карантин не смог заставить бишкекчан отказаться от бодрящего напитка. Проверяющие легко проникли внутрь помещения, хотя по правилам вход в зал должен быть закрыт. Сиз бұл жаққа клиентті кіргіздіңіз дегеніңіз, это значит то, что вы полноценно работаете, понимаете? Бұл біріншіден. Екіншіден, кіре беріште маскасыз кіруге рұқсат жоқ деген табличка тұрыш керек болчу. Ал жоқ кен. На входе установлен санитайзер. Повсюду плакаты с призывами носить маски и соблюдать дистанцию. Однако кажется, что рекомендации врачей здесь не популярны. Посетители заходят один за другим. О соблюдении дистанции говорить не приходится. Даже маски есть не у всех. Все нарушения зафиксированы. Аргументов для наказания оказалось более чем достаточно. Составим протокола. Это статья 150, часть 1, оказывается ОСО, 5000 сомов будет штраф. Внутри заведения, получается, клиент пришел отсюда, взял и шел. Нет, не видел. Это раз. Во-вторых, у вас должен быть это табличка без масок, В соседнем заведении оказалась схожая картина. Посетители проходят в зал свободно. Администратор не учел, что работа на вынос при карантине запрещает нахождение посетителя в зале даже на короткое время. То есть слово «на вынос» она означает то, что человек не может здесь сидеть и распивать и кушать. Это запрещено, правильно? На вынос. Он должен взять, мы ему должны предоставить в одноразовой посуде, он должен забрать с собой и уйти. Все верно? Это вынос. Мы так работаем. Дмитрий, вот перед тем, как в заведение зайти, у вас должна быть информационная табличка, что Это вынос, я согласен. да, и преграда, и прям туда вот ваш сотрудник должен выходить, выдавать. А чтобы вот так граждане приходили, санитарные требования нарушали. Однако переубедить проверяющих не удалось. Вместе с санитарным предписанием нарушителю назначили штраф. Отметим, проверка точек общепита, магазинов, обменных бюро и других субъектов бизнеса проводится каждый день с момента объявления карантина. Причем каждый раз выявляются практически схожие нарушения. Это недостаточное количество масок, это недостаточное количество перчаток, это недостаточное количество санитайзеров. Кроме этого, не соблюдается дистанционный режим, не соблюдается правила, значит, отпуска товаров и продуктов питания на вынос. По словам проверяющих, их главная задача предупредить и только потом покарать. Поэтому штрафы назначаются только тем, кто уже был предупрежден о требованиях, но все равно нарушил. Остальные на первый раз отделываются предупреждением. Бекмамат Санбекулу, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.